Ну да, 5 минут, где-то 3-4 минуты. Сейчас он официальный гость закончит это. У него целая очередь здесь сидит на аудиенцию, представляете? Вот дядя Альберт исполнил. Я тоже могу делиться эфирами. Спасибо, Алим, спасибо. Про все будет тема, будет про все. Про ситуацию, про выборы, да и вообще в целом обо всем. Вот карма наконец-то пришла. Карма, быстрые руки. Оставаться лайки. Я твои лайки Аста ближе к сердцу. Опа, Франческо тоже здесь. Что вы там закончили? Все? Начнем? Да убери его, ну этого выродка. Давай это как сделай тише, подвинься. Сегодня я ему не писал. Тихо, все, мы уже в эфире, короче, это. Так, как сделать? Подожди. Давай вот это подвинем. Можно это подвинуть? Как ты думаешь? Вот это мы если подвинем на секунду. 5 секунд. По-братски, если есть такая возможность, свои телефоны выключите, нам не мешайте. Вора, убери его, я тебя прошу. Подожди, напиши. Да убери ему звук, эту тварь мы еще не слушали. Так, как положено, давай, Ты ставь. выключился, что ли? Давно уже у нас уже активность. Боже, что происходит? Нас слышно, подожди. Оп. Все, нет. Попали. Все, вот так поставим, вот. Что ты нажал опять? Вот. Нас слышно? Хорошо слышно? Слышно нас, да? Ну все. Выключи этот звук. Убери. Да убери, все, мы начинаем. Да убери. Вы можно его вывести? Давай, выведи, расстреляйте его в коридоре. Кто не знает, хочу познакомить, это Гарри Кукая. Он на сегодняшний день является официальным представителем штаба Атгура в ЦИКе, правильно? Сегодняшняя должность Да. твоя такая. Серафима Депутат 6-го созыва. Кто не знает, у нас, да? 72 ну, сейчас пойдет, но только она вообще на 7 часов, мы надеюсь, мы раньше начали. Я в таком формате никогда еще не участвовал. Никто еще, это Очень интересный перформанс, формат. никто в этом никогда не участвовал, мы первые. Сейчас Кстати, ты первый, кто вообще на это откликнулся, никто на это не откликался. Сейчас ты подписчиков наберешь, потом... Не, у меня и так, в принципе, проблем с этих нету. Сейчас добавится 1 от 10 тысяч, мне кажется. Ну, если так будет тоже неплохо. Я же не простой Ну, это человек. Да, наверное. Такого формата не было, никто на это не соглашался, потому что это прямой эфир. В основном, когда люди дают интервью, они потом просят что-то вырезать, что-то оставить, а мы говорим вот открыто, в прямом У тебя формате. хороший журналист получится, кстати. Не перебивай. Извини. Не, вообще тебе надо попробовать. Ну знаешь, попробуем, если пойдет. Это даже может твое призвание. Может быть. Ну сейчас на У тебя тебе слог первый У эксперимент. тебя слог хороший, ты хорошо подаешь информацию, мне нравится. Ну давай хочу начать с твоей деятельности. Как ты пришел, как ты решил стать депутатом Народного собрания? Как ты к этому пришел? Сейчас так, зачем нам глубоко? Не, заходить? просто так, чтобы люди знали. Много важных тем пришел. Мы сейчас придем к этому. Вообще несправедливое вообще отношение власти к нашему народу, ко всем событиям. Вот так тихо провели меня политика, я занимался там сельским хозяйством, очень много препонов, трудностей, потом приходилось решать вопросы лично, там все эти препятствия в итоге пришлось, короче, выйти на тот уровень, где на что-то можно было повлиять. Да. А так очень сложно всем нам, когда мы находимся там, на той стороне, потому что власть всегда практически оторвана от народа, и часто она не слышит нас. Несправедливость тебя привела. Да, вообще, вообще чувство справедливости обостренное. Может, это и проблема, Я слежу за твоей ничего с политической этим не сделаешь. Кого-то это может раздражает, кому-то нравится.
тех, кого это раздражает, пусть простят меня. Ну, я слежу за твоей политической деятельностью. Нас вообще слышно? Да, там? да, слышат. Что-то они нас. пишут? Да, там? пишут. Лайки, Да, сердечки. да, нас слышат, нас уже Нас даже 200 любят, человек. по-моему, Да, да. Я за твоей политической деятельностью, не скажу давно, 3 года, как слежу, как ты Сейчас начал не говорить. скажешь, что ты мой фанат. Да, слежу давно, 3 года, как ты начал говорить за энергокризис. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос такой, как ты так смог предугадать сегодняшний энергокризис? 3 года тому назад студия База ТВ, кстати, самого неподкупного телеканала в мире. Не Абаза, а ГТРК. ГТРК даже, да, наверное. Ну, без разницы. Прямые эфиры. Да, ты говоришь. государственный телеканал, где ты в 3 года назад, вот этот сегодняшний энергокризис, ну, ты его предугадал, как он есть сегодня, один в один, что мы рухнем, что мы останемся без света. Как ты к этому 3 года назад к этому пришел? Сегодня много аналитиков, сегодня много разговоров, но ты об этом, ты первый, кто говорил 3 года назад про это. Наверное, не Один я из первый. первых. Не я первый, были там... Один из первых. Ну, Очень много людей, наших граждан, беспокоятся за эту проблему, потому что она самая важная все равно является, как показало время, все наши беспокойства, чаяния в этом вопросе были очень важны, просто долгое время не могли мы донести до населения, что это очень важно, власть преподносила это ровно наоборот, что это не совсем важно, что это просто коммерция, можно отдать, продать, разобрать, передать инвестору. Ну, сегодня показало, что это очень важный ресурс, и без него мы, в принципе, не можем развиваться, и будут серьезные проблемы и в будущем, что это от этого зависит даже отношения между Россией и Абхазией. Мы в таком положении оказываемся, потом просим помощи, иногда у них не получается помочь, это влияет уже на политическую ситуацию. А почему мы пришли, я приходил там к каким-то выводам, потому что какие-то вещи изучали, там есть цифры, они всегда на виду, если хочешь разобраться, ты разберешься. Я не могу себя назвать каким-то правицем или там Жириновским, Абхазским. Это человек, который хочет разобраться, он бы разобрался легко. И я уверен, что и власти, и кто эти проекты вел, и там и легализацию майнинга, все эти цифры и прогнозы у них были, и в письменном виде их предупреждали, что этого нельзя делать. Даже бывший руководитель бывший как во времена Хачатура, Аслан Басари, он перед уходом написал письма всем министру экономики и премьер-министру, что там определенный план расписал, что нельзя делать, что опасно делать по майнингу, расписал какому кризису, но этого никто видеть не хотел, потому что у них были другие планы и цели. Нет, ты сейчас скромничаешь, ты прям сегодняшнюю ситуацию, ты 3 года назад сказал, вот как мы сегодня, ты просто скромничаешь, нам интересно, мы понимаем, что ты там скромный, да, парень, ну, ты тогда сказал, назвал команду этих отраслевых специалистов, а ты их назвал правильным словом. Да, теперь я могу это, уже теперь, доказано. Да, уже доказанный факт, что это на самом деле диверсанты, которые очень долго пытались все уничтожить, то, что у нас есть, а теперь это, я не знаю, наверное, не осталось людей, кто это не понял. Простите, извините. Теперь даже доказывать уже, наверное, нечего. Сейчас все эти документы можно легко опубликовать, они уже доступны. Они есть доступны, да? Да, и поэтому эта команда диверсантов, она до сих пор, в принципе, находится, некоторая часть из них находится на своих местах. Их патрон, как все вы знаете, сбежал, какие-то корни остались, но мы их будем вырывать сейчас, и эту болезнь мы до конца и будем лечить, от них не должно вообще ничего остаться, потому что это как паразиты были, которые присосались к нашим ресурсам. Во все отрасли, да. Вот где какой-то ресурс определенный оставался, за 30 лет они пытались везде его под себя взять, получать свои личные дивиденды, обогащаться, покупать квартиры в России. Там, допустим, лично Аслан Бжаня, вот есть документы на 5 квартир, которые вот доступны сегодня. Каждая квартира там больше 150 миллионов, ну, примерно на 1 миллиард рублей один недвижимости купил. За рубежом, не у нас в республике. Да, в России купил, он хорошим инвестором для России, он сюда инвесторов зазывал,
сам являлся инвестором для России являлся такой крупный инвестор, который покупал такую недвижимость. Все время нам декларировали, что мы очень нищие, у нас нет возможностей, пенсии не можем поднять, зарплаты не можем поднять, очень нуждаемся в помощи, в гуманитарной помощи, чуть ли не нуждаемся. Каждый раз с протянутой рукой стоять у нашего партнера, просить деньги, в то же время их деньгами выводить их по коррупционным схемам, и у них же покупать там недвижимость, бизнес строить, это для России, они же эти все схемы открыты, да. Они же видят, что происходит. Конечно, конечно. И это такое взаимодействие с партнером, оно нечестно, во-первых, и оно приводит к таким последствиям, тоже негативным, когда теряется доверие. Вот у тебя есть друг, ты его обворовываешь, он, конечно, у него какая-то реакция будет, поэтому какие-то условия ставили, помните, всякие протоколы Козака, это же не просто так на ровном месте, они понимали, что они посылают какую-то помощь для развития страны, для народа, а здесь происходит ровно наоборот, обогащаются коррупционеры, чиновники, и потом, когда какая-то серьезная проблема уже у людей, там без света остаются, без зарплаты остаются, они начинают просить какую-то помощь. Вот даже сейчас там много же документов стало там доступным. Там просьбы его, вот Аслана Абжаня, просьбы во время даты жизни, когда он обращается, по каким вопросам обращается. Одна из просьб была, он просил в администрацию президента Путина, писал и просил мигалку для своего автомобиля личного. Потому что сейчас там... Но эти документы станут достоянием общественности? Их уже какую-то часть публиковали. Допустим, я пример говорю, вот почему-то мигалку говорю, потому что в тот период у нас, когда он писал письмо, просил мигалку, у нас 8 часов отключения было в сутки по вееру. А у него-то был свет, у него другие проблемы были. Он решал свои личные вопросы. Подходя вот таким вот, сейчас вот такой вопрос у меня возникает. У нас давайте обратим внимание на наших... Всем привет, они нас смотрят, слушают, наверное, делятся. Не материтесь, не оскорбляйте. Они нас ругают, там, ты представляешь? Там не матерят, наверное, не оскорбляют. Там есть кто-нибудь, кто может блокировать? Идут, видишь, удаляют, ругают. Сармат, займись этим делом. Занимается, то есть, видишь, мы какую-то цель с тобой даже достигли сейчас. Каждый звук это мы достигаем какую-то цель. Да? Да. А что за какую-то цель? Не знаю, это какие-то преференции. Люблю достигать. Да, если каждый вот этот звук это достижение какой-то цели. Вот смотри, мы сейчас с тобой. Кто-то подняться. Не, сам отклонился. Это нас приглашают, это совместный эфир. Может, кстати, это был Ваху Бруклин, прикинь. Ваху Бруклин что хочет? С нами хотел эфир. Тут Ваху Бруклин. Это блогер. Послушай, мы подошли, как раз у меня один из вопросов заключается... Ты прям подготовился? Да, прям знатно подготовился. Ну ты об этом не знаешь, и в этом и заключается интерес моих вопросов, что ты от них заведом... Да, не хочу, попытаюсь, может быть. Вот скажи, ты вот столько сейчас сказал. У нас очень серьезно, можно так сказать, проданы, где-то даты в аренду главные стратегические объекты нашей республики, правильно? Да. Как мы, вот придя новая команда к власти, да, как ты думаешь, будет ли пересматривать эти договоры? Нужно ли их вообще пересматривать, объекты стратегического назначения, которые были отданы, переданы? Это лайв. Прямой эфир, ты хочешь сядь поговорить? Про стратегические объекты, которые проданы за копейки, которые отданы в аренду за копейки, будут ли они возвращаться государству новые? Есть, допустим, в энергетической отрасли некоторые объекты, которые находятся в аренде, и есть объекты, которые пытаются приватизировать, забрать, прикарманить. Сейчас был недавний инцидент, когда там незаконно вообще какие-то работы начались. Эти все вопросы должны решаться, это все должно оставаться в собственности государства, потому что это единственный шанс на развитие в дальнейшем. Какие-то вопросы надо обязательно пересматривать, да. От ГУРа, Арзумба, в ЦИКе, да, вот ваша команда, когда придет к власти, вот у меня есть ряд вопросов, да, которые бы хотелось бы услышать. Вот первый вопрос, у нас, приходя новая команда к власти, да, сегодня, если мы не говорим о старой команде, говорим о новой, да, кто пришел новый, они придут с проблемой. Огромные проблемы, это долги,
кабинет министров в долгах. Ну, вообще, в принципе, все отрасли находятся в долгах, энергетика почти разрушена. Да? Я уверен, что у вас есть какой-то план. Если можешь, поделись, как оставим как вы будете делиться с этим, как вы Ну будете вот решать смотри, этот по вопрос. поводу долгов, которые оставила эта власть, Мгм. она еще не ушла до конца, она до сих пор долги Да. делает. Вот прошлых пришествия, когда Али Гандбаб в 2014 году удалось его изгнать, тогда он оставил долгов там по, допустим, кредит, по ЖД кредиту там 2 миллиарда с чем-то, потом по субсидированный банковский 800 миллионов, потом перед строителями 800 миллионов, которые сейчас он перекрывал все это время. И более 4 миллиардов. Ну, проблем много, долгов вот много, проблем тот много. период, если ты помнишь, очень много денег было. Вливаний было, да, больших вливаний. И даже при том, что такие большие вливания были, они оставили 4 миллиарда долга. В этот раз они пришли и сделали еще больше долгов. Вот мы уже ежегодно из-за них, допустим, если мы будем покупать переток, как вот сейчас вот эти обстоятельства, которые у нас сейчас есть, миллиард почти дефицит, это 4 рубля за киловатт, 5 рублей за киловатт, это 5 миллиардов в год мы должны только за электричество платить. Это все, что они сделали. Потом еще и строительные долги есть, разрушили энергетику, разрушили все Ну вот отрасли. ты представляешь, приходя вот сегодня в такую, очень сложно, есть программы, ситуации. как вы будете, вот, допустим, есть, конечно же, есть ходы, мысли, шаги, есть хорошая программа вот Гура, вот его по его шагам. Она расписана там вот в этих газетах, программах, на сайте тоже висит сейчас о пунктах. Да, кто заинтересован, это может посмотреть, прочитать. А так, для того, чтобы исправить ситуацию, нужна в первую очередь воля, короче, и есть команда определенных ребят, которые готовы все это исправить. Они идут, молодые, в основном. Я вот вижу в команде Гура молодые да, ребята. не будет политических назначений из-за того, что кто-то кого-то поддерживал, кто-то в окно залез, а будут назначены профессионалы на свои должности, и с них будут требовать, у каждого будет определенный план, и в кратчайшие сроки выйти из кризиса. По энергетический кризис Это мы планируем там в течение этого года мы ситуацию полностью исправить невозможно, но улучшить в разы. Мы планируем, есть определенный план, который мы будем реализовывать, и в следующую зиму, это прямо сегодня начинать работать, чтобы в следующую зиму не попасть в такую же ситуацию. Определенный план уже выстроен, как расходовать энергоресурсы, и что с этим делать, и как делать там, и я думаю, к концу этого года мы не должны в такой ситуации находиться, когда вся страна без света по 12, Вот, кстати, вот к этому всему у меня вот есть тут тоже вопрос такой, как будете бороться с подключением незаконных сетям? Вот эта проблема у нас, я озвучу проблему, у нас есть проблема со сбором денег, у нас есть проблема с подачей света народу. У нас такой, все взаимосвязаны, одна проблема приносит другую. Я не буду платить, потому что плохой свет, я не буду платить. Это замкнутая цепь получается, которую надо... Как будет происходить борьба несанкционированным подключением к майнингу, который сегодня нас сжирает? Смотри, как вы будете проводить? Давай сейчас со дня легализации майнинга прошло там несколько месяцев, потом запретили майнинг. Запретили, и якобы началась борьба. Вообще, эта деятельность была легализована, помимо того, что главный план разрушить, продать энергетику, и еще как бы своих сторонников дать возможность сторонникам зарабатывать деньги, сидеть тихо, электоральный такой ресурс, который там сидит на майнинге, он не будет возмущаться, на митинги выходить, ничего не надо придумывать нового, никакие программы реализовывать, ни реформы никакие делать, потому что там народ накормили, он бдительность усыпили, они тихо майнят, а мы там будем по-крупному воровать. Такой план у них был, они его, если борьба настоящая шла бы с майнингом, то из цифр, которые мы видим, там они за 5 лет 10 тысяч аппаратов изъяли, из них, я уверен, что вернули еще, наверное, больше, чем даже изъяли. Нужно проверить, на складах тоже там, что происходит, мы знаем, как возвращались, якобы у них не хватало там каких-то правовых инструментов, все это неправда, если настоящая борьба началась, вот какая-то борьба началась сейчас в начале
месяца, да, или до Нового года. И за неделю результат был 500-600 препаратов изъяли, они за 5 лет 10 тысяч всего изъяли, если борьба будет. Да, была бы эффективной, да. Но мы видим, что они не справляются. Они не то, что не справляются, они не хотели, они не хотели бороться с этим, потому что это электоральные потери, построенный народ, они так как они ничего не предлагают обществу, никаких реформ, ни увеличения зарплат, пенсий, рабочие места, они же это все ничего не предлагали, и поэтому им бить по самым, они как бы в этом отношении били по самим себе и боялись этого очень, и это было удобно для многих. Чиновники майнили, крупные фермы. Сейчас всем известно, у кого они были, оппозиционные деятели, даже если захотели бы заниматься, они наоборот, как реклама их задерживали, потому что основная масса людей, которые были лояльны к власти, они могли возможность майнить. Им эту возможность предоставляли. Да. Ну, за какие-то там... Ну, просто за их молчание, просто и больше ничего. А то, что произойдет в будущем, по их плану, там, довели бы до кризиса, передали бы инвестору, инвестор пришел бы, тарифы поднял бы, отремонтировал бы линии, и потом обороты Черноморэнерго до 6-7 миллиардов выросли бы, это была бы нормальная компания, больше, чем бюджет Абхазии. Черноморэнерго зарабатывала, но эти деньги не шли бы уже нам, инвестор их забирал бы и вымывал бы деньги с нашей экономики. А они были бы, получали бы какие-то проценты. Конечно. И до сих пор, мне кажется, они так и получают. Ну, они, пытались, во-первых, все даже эти проекты инвестиционные, которых они там пытались так яростно навязать обществу, даже в таком противостоянии, они же их это не останавливало, они же были мотивированы чем-то. Они были мотивированы, наверное, не тем, что они хотят благое дело сделать для страны, а они лично за свои корыстные интересы. Да, только за это так можно биться, где ты можешь пострадать. И они рисковали всем, но пытались все равно сделать, потому что слишком большие суммы они планировали получить. И слава Богу, у нашего народа там, Гарик, случилось так, что мы их остановили. Астан Джаня сбежал, но мы его еще вернем. Дело чести, что он будет сидеть в тюрьме, и просто надо будет поддержка, нужна будет, чтобы все равно... Народ требует этого силы. Понимаешь, знаешь, какой мы тоже общаемся, по районам ездим, главным вопросом везде наказывать. Это самое важное. Вот мое не потому, мнение, потому что я его там не люблю или лично это обязательно надо сделать, потому что постоянно мы кого-то отправляем в отставку, никого не наказываем, и это вызывает такой бардак в будущем. Каждый человек должен знать, который идет на высокую должность, он будет наказан. Да, он будет наказан в любом и перевороты, там кто-то критикует, уже достали перевороты, нельзя так делать. В Южной Корее, допустим, с 60-х годов, там год, 2-3 года всех президентов в отставку отправляют, но единственная разница между нами и ими, что они, все предыдущие президенты сидят в тюрьме. А страна, экономика развивается, ты видишь, как они одна из сильнейших экономик мира. И технологически они там развиваются, и все. Гарик, у меня все-таки, знаешь, как более хотелось... Нас слышно вообще? Да, нас слышат, говорят. Скажи про пенсии. Мы потом выберем вопрос. Мы потом к вопросам перейдем. Потом, ребята, мы выберем ваши вопросы, и вы зададите эти вопросы. Мы, к счастью или к сожалению, не пенсионный фонд, но сейчас мы поговорили чуть-чуть о прошлом, к чему нас привел тот кризис. Сейчас я задам вопросы, более что в будущем мы видим. Вот, Гарик, ты как молодой парень, да? Ты все-таки у нас молодой парень, да? Как ты смотришь? Вот у нас, да, есть... Вот там спрашивают про тарифы, они будут тарифы обязательно снижаться будут. Да, сейчас как раз разрабатывают средневзвешенный тариф, который вот в их случае они его разработали с учетом перетока, с учетом генерации тех вещей, которых не надо закладывать туда. А теперь мы будем его пересматривать, и это будет на снижение в любом случае. Но сегодня это пока невозможно сделать, потому что министры, мы даже мораторий хотели наложить, Рамшухович хотел вопрос вынести, но 3 министра, министр экономики, финансов и энергетики заблокировали проект постановления по мораторию, потому что 1 числа, 1 января опять очередное повышение было. И не смогли. Но это вопрос времени, мы там много чего надо отменять.
и защищать их. Мы потом ответим грязь. на несколько вопросов ребят. Вот есть такой вопрос, ты как молодой Я хочу парень. ближе к народу. Я всё, понять, я тянет всегда. Ты и так с народом. Если бы ты не был бы с народом, я бы с тобой не сидел. Потому что, приходя на каждую какую-то акцию протеста нашего, да, там по апартаментам, по инвестициям, я видел тебя рядом со мной, рядом с ребятами. Потому что ты от народа, и мы тебе доверяем. Ну, я лично доверяю, и рядом со мной ребята, кто находится, мы тебе доверяем. Ты бы не Спасибо пошел бы за в плохую доверие. команду. Вот как молодой парень, у нас проблема конкретно есть с демографией, да, демографический кризис у нас тоже есть, и это не нужно сказать. У нас есть проблемы здоровой нации. Нам нужно решать первоочередно эти вопросы. Нам не нужен будет ни свет, ни вода, ничего, как нам обещал, проблем со светом и водой, он нам не нужен будет, потому что у нас не будет. У нас демографический кризис, у нас здравоохранение хромает. Нам нужно потянуть, нам нужна здоровая молодежь. Да, Как- все как ты отрасли, Все отрасли хромают, но это Не то, что самое хромают, главное. везде серьезные Да, проблемы, проблемы. и одно зависит от другого. Если говорим о демографии, то медицина там тоже в первую очередь влияет на демографию, потому что здоровье. А если говорить о медицине, то здоровое общество к спорту привязываем. На каждую сферу жизнедеятельности наших граждан надо особое внимание по демографическим вопросам. Это вообще научный подход нужен. Кто-то считает, что от социального там, положения влияет, сколько детей родится в семье, а бывает, что вообще наоборот, когда положение очень плохое, детей больше, в мире там до сих пор не пришли к определенной формуле, что влияет на демографический вопрос больше, это денежный вопрос или идеологический, или как подходить к этому вопросу. Этим занимаются специалисты у нас, и есть определенная программа, какие-то тезисы уже опубликованы. Да, я смотрел вот Гура в программе. Да. Что там за третьего ребенка 300 тысяч. Это тоже мотивирует Конечно, материнский конечно. капитал, допустим, в России. Жилище, да. В России, как ввели Выдача материнский земель. капитал, какой-то уже у них тоже серьезные демографические проблемы, несмотря на то, что там их 140 миллионов, эта проблема для них самая важная является, они пытаются из Демографического кризиса нет у китайцев и у индусов. ну, есть вообще в мусульманских странах нету Да, у них тоже демографического кризиса, и в России, в регионах мусульманских, Да, больше, в основном, там да. у них, Ну, это допустим, с религиозной чуть-чуть, точки зрения, да. потому что там запрещены Ну, значит, аборты. вот где-то вера влияет. И значит, вера хорошо влияет, на эти да, вопросы. Все эти духовность вопросы, есть. потому что надо очень серьезно ним подходить к подходить. этому вопросу по-научному, не как я вижу, не как ты видишь, потому что я в этой сфере не специалист, но то, что какие-то определенные задачи надо выполнять, прямо вот, допустим, что касается школ, что касается детских садов, сегодня детский сад, там в некоторых районах детский сад не могут ребенка отдать. Попасть. Это тоже Очередя, проблема, да, очередя, в другие звонки, районы да. едут, да, чтобы там потом со спортзалами проблемы, к спорту очень мало внимания Очень. уделяют. Это родители сегодня являются спонсорами спорта, вообще все какие-то турниры, поездки, все оплачивают родители. Это главный инвестор спорта у нас сегодня родитель, который и так в таком Нету положении. поддержки, я- Ну вот на какие-то сборы ребенка отправить, там, по любому виду там, силового или другого вида спорта, 50-60 тысяч, это минимум, надо родителю заплатить, не все могут. Потом тренера ходят, просят у бизнесменов, не всегда деньги можно Гарик, найти. вот смотри, да. Особо, допустим, на комитет спорта выделено было 5 миллионов, это разве справедливо Да, на нет, целый год? что-то. На целый год 5 Ну, миллионов. сегодня сборы Трен- можно да, провести. Тренера хорошего получают по спортсмена. 12, по 13 тысяч, это разве справедливо? Они посвящают вообще детям все свое время свободное, а получают за это 12. Их же тоже мотивировать надо. Потом тренера тоже, да, основа там их характер, они вкладывают в них нормальные вещи, которые даже дома не заложишь. И им тоже особое внимание нужно. А если мы взяли бы, посмотрели, как распределяется у нас бюджет, то можно было бы точно увидеть, что на спорт можно было больше намного уделить внимания, зачем, допустим, министерство за 4 года увеличило бюджет свой с 60 миллионов до 180 миллионов. Там такой же штат, такие же Ну, сотрудники. у нас Просто фонд президента увеличился. и фонд президента И увеличился. да, это Да. всё Все делается. вещи надо просто рационально Да. использовать. Даже тот минимум, который Ну у вот нас есть, сегодня, мы вот можем смотри, использовать вот смотри, лучше. сегодня, вот, да, человек, женщина рождает,
4-5 детей, да, вот она не заслуживает получить хорошее там, от нашего государства, там, пусть землю, да, там, может, мы не имеем сегодня возможность построить дом и раздать там квартиры, да, но мы можем к выдать этому землю. тоже Да. надо к этому идти. Обязательно. Семьям молодым надо поддержки, квартиры выдавать, надо в очередях стоять. Программа. Кстати, я у вас в программе это и видел. Кстати, вообще программа, которая была еще заложена Алхасом Джинджоли, когда мы еще в шестом созыве парламента, это именно он инициировал эту программу, вроде бы такая, как ипотечная программа. Кредитование для молодых семей, для семей там, с проблемами социальными, им там выделяли определенную сумму, потом они понемногу закрывали там по 5, по 6 тысяч в месяц. Эта программа заработала. Потом пришел великий Александр Анкваб и решил, что эта программа не нужна, можно безвозмездно отдать деньги. И, в принципе, то, что планировалось, что программа будет сама себя окупать и будет мощнее становиться, где уже не просто там миллион на квартиру, а уже и заниматься строительством новыми. Вот вообще Массика Алхас Джинджоли, когда это закладывал, был длинный план, долгосрочный, как деньги возвратные будут опять туда же вкладываться, и тихо-тихо. Ну, программа хорошая. Программа была, которую они используют тем, что для того, чтобы, опять же, ради электората, они же все, что делают, это у них главная цель — украсть деньги. Допустим, украли 100 миллионов, 3 миллиона дали бедным людям там, и потом они ходят благодарны им, а остальное отправить своим детям. Ну, программа, и сегодня программа хорошая, если ее реализовать, да, максимально. Смотри, еще какой вопрос, да, давай. У нас этими вопросами мы будем не то, что заниматься, уже какое-то начало заложено, даже когда не были мы во власти, уже был механизм года заложен. Гарик, у меня такой вопрос, да, у нас в республике в последнее время у нас очень страшные события вот сейчас, да, происходят, очень страшные для нашего народа, для нашей республики. Да. Вот скажи, пожалуйста, вот твое мнение лично, да, вот у нас большой оборот огнестрельного оружия. Как ты думаешь, вот твое мнение, стоит ли его легализовать, чтобы оно было у тебя, как бы ты имел легализовать, то есть получаешь, каждый первый или второй он носит нелегально, чтобы его легализовать, чтобы он нес за него ответственность за. Вот закон об оружии был принят. Легализовать его более простым способом. В 2020 году закон об оружии был принят для чего? Для того, чтобы вывести из оборота, не зарегистрировано. Люди начали регистрировать. Если взять по статистике, все вот эти преступления совершаются до сих пор не зарегистрированных пистолетов, а те, кто зарегистрировал, у них уже какая-то культура появляется, ответственность появляется, и поэтому в этом плане нужно еще и проявлять культуру, надо на стрельбище не такие дорогие, если чтобы люди ходили, тренировались, знали, как к оружию обращаться. Абхазцы всегда были с оружием, но это не означает, что должны по ресторанам ходить там стрелять. Ну так у него будет ответственность, если оно будет зарегистрировано. Сейчас есть хороший закон об оружии, который позволяет зарегистрировать оружие. Да, но нужно же это как-то. Но это тоже там же регулируется, что ты должен быть здоровый, если там привлекался, там какие-то статьи. То есть, чтобы была ответственность за то, что закон прекрасный есть, который можно еще улучшить. Не нужно реализовывать. У нас, смотри, у нас республика, у нас хороший закон. У нас проблема с реализацией этого закона. Да, вообще вот во всех сферах. Некоторые там думают, что у нас проблема в том, что на бумаге нету каких-то вещей, на самом деле все есть, просто они вот некоторые статьи Уголовного кодекса вообще не используются, даже когда под эти статьи могут попадать, их куда-то в другие статьи переводят, чтобы потом взять взятку и выпустить и дальше в этом цикле жить все вместе. Мы сейчас находимся в прямом эфире. Мы в прямом эфире? Да, мы в прямом эфире, нас 200 человек смотрит. Послушай. Очень интересно. Да, здесь я как любят, знаешь, такую вот, знаешь, жесткость такую, да, чтобы если мы начнем ругаться, здесь. Давай какие-то ключевые вопросы. Здесь я уже чуть-чуть устал, потому что целый, во-первых, я знаю, ключевые вопросы, есть несколько вопросов. Мне можно от этих наших подписчиков. Да, мы выберем сейчас, я тебе два вопроса еще задам. Как вы объясните высказывание про армян? Вот, я хочу, я сейчас его задам, вот, если не будешь мне мешать, я задам его. Вот, смотри, он здесь у меня записан. Почему вот сегодня, так называемые отраслевые специалисты пытаются сыграть на этническом конфликте касаемо вот наших, вот я сейчас так скажу, не перебивая, пожалуйста, я скажу, вот в вашей команде присутствуют армяне, русские, абхазы, ну,
большинство, если так сильно бы действующая власть любила бы Армению, почему ни одного министра Армении не было? Вот почему сегодня вот этот такой вопрос, да, у нас стал ребром, что сегодня национальной принадлежностью не пытаются манипулировать. Кто пытается этим манипулировать, это всегда приходит к плачевным последствиям, манипуляция национальным признаком. Вот команда отраслевых профессионалов, которые пытаются вернуться опять к власти, там в лице сейчас Бадра Гумба, сейчас якобы он один, самостоятельный, там его пытаются преподнести обществу, член команды, который несет тоже правительство за собой, ничего меняться не собирается, а Али Ганфа прямо на встрече с ним ходит, не скрывая того, что он за ним стоит. Они говорят сейчас нам о этих межнациональных они вопросы поднимают, почему они это делают. Ты задал вопрос, я не Да, почему такой вопрос? Когда они были уже у власти, им не было предложить обществу ничего. Единственная возможность остаться у власти, это сделать врагов внутри страны. Тогда они тему загоняли людям антироссийские настроения, выискивали агентов, там лояльность России, якобы если это не власть, то создавали проблемы, чтобы решить. Абхазское общество плохо настроено на Россию, только мы можем решить этот вопрос. И они как бы перед русскими хотели стать главными проводниками политики Российской Федерации в Абхазии, где все общество враждебно настроено, и они практически смогли это сделать, потому что российские уже в обществе в России начали такие настроения, потому что постоянно лилась эта тема со всех каналов, потом у нас на этническом конфликте они хотят, да, в общем. Когда нечего предоставить, вот сейчас даже вот они ходят. Я их слушаю, думаю, кто-то уже из них начнет говорить, что они будут делать. Они выходят, говорят, там все это на нас оппозиция напала, мы хорошие, на самом деле мы хорошие. И вот армяне, оказывается, стали врагами для оппозиции. Пытаются, пытаются на этом электоральном ресурсе сыграть, там переиначивая слова какой-то бедной женщины, у которой погиб сын. Добровольец, да, даже если она что-то сказала, они это как флаг поднимают, сам Бадра Гумба дает там какие-то комментарии к этому, переиначивая ее слова, закладывая другой смысл, будоражит армянское общество, пытаясь тем самым доказать приверженность свою им, и они якобы от нас всех защищают. Это все делается для того, что если бы у Бадры Гумба была бы определенная программа, у его команды какая-то цель была бы, которая бы объяснить было бы легко обществу, они только об этом говорили. Но так как у них ни тогда не было никаких планов, и никаких планов не появилось сейчас, они пытаются на этих тонких вещах, которые нельзя вообще затрагивать для того, если ты любишь свою страну, манипулировать такими вещами вообще нельзя. Они пытаются даже на манипуляция на национальном признаке. На национальном признаке и пытаются сыграть и заполучить. А к армянскому населению мы относимся так же, как больше всего в команде Адгура, да, я вот вижу ребят в агитационном штабе. Да, везде они это наши друзья, наши братья. По национальному признаку никогда никого не различали, мы ровно относимся ко всем, мы ценим людей, кто может принести обществу пользу, не имеет значения какой национальности. А те люди, которые пытаются на этом играть, мы, наверное, будем жестко реагировать на такие такой вещи. Вопрос у меня, возникает. Поэтому лучше пусть этим не занимаются. Не занимает, это к хорошему не приведет. Это приведет уже было у нас один раз к такое. концу, их вот эти, да. Сегодня? Вот час? 8. Ну сколько сейчас время? Через полчаса? Когда выезжаем, давай еще. Да, я знаю, что ты спешишь, у тебя график такой сжат, я все знаю, брат, не беди нам. Мы всего полчаса сидим в эфире, я понимаю, у тебя сжатый график, я тебя еле поймал. Но кроме тебя, вот это честно скажу, никто. У меня один вопрос есть, наверное, заключающийся, наверное, закончим, потому что ты спешишь. Я думаю, в следующий раз мы посидим по доле, у нас будет в следующий раз будет поинтереснее гость. Да, который не менее спешит. Гоша, красавчик. Видишь, ты им понравился, я не нравился. Послушай, вопрос вот такой последний. Да. Почему, вот смотри, на команду Адгура, да, на Адгура льется такой большой хейт? Есть внутренний хейт, да, и внешний.
Ну, хейт, кто не знает, это, то есть, грязью поливают. То есть, наши соседи восточные занимаются Да, давай этим. восточных Ну, убираем, оставим. да. Вот смотри, вот, Почему? вот И смотри, вот западные сейчас, тоже вот не сейчас брезгуют. Почему? команда власти создала больше 30-35 телеграм-каналов, где просто грязь, Да, очерняют людей, только кроме Артура никого. затрагивают семьи. Вот Алхаз Владимирович идеальный просто человек, который только помогал всю жизнь людям. Его сделали там наркоманом, Адгура каким-то человеком сумасшедшим, антироссийским, протурецким, про меня там что-то льют. Ну, когда людям нечего сказать, когда вот если, допустим, было бы что предъявить Адгуру, он там на себя оформил, украл, коррупцию замешан, они только об этом говорили. Или там об Алхасе, если можно было бы такие вещи сказать, они говорили именно о этих вещах, не остановились. Но здесь им приходится поливать грязью, потому что им нечего сказать, нечего предъявить, потому что сложно предъявить что-то нашему поколению. Потому что те люди, которые сегодня пытаются сохраниться у власти, они 30 лет практически еще из советского времени Анклав находится у власти, никак успокоиться не может. Они еще Брежневу давали. Да, клятву. они еще Брежневу клятву давали. И вот это они не могут даже вот как-то смириться с тем, что наше поколение уже пришло и отправляет их на пенсию, и не просто на пенсию, а еще будут наказывать за все их непроделки. И поэтому они так злятся, барахтаются, нервничают. Мы до вас доберемся, до каждого, и каждый будет отвечать за свои поступки перед своим народом. По закону, как говорит Леонид Юрьевич. Да, у нас есть закон, нужно его реализовывать. Всем спасибо. Всем спасибо, Это доброго такой перформанс, вечера. кстати, единственный, да, Мы можем потом еще и продолжить, наверное, как-то Да, будет я- время. да, Спасибо я- тебе больше. Да, давай поблагодарим вот здесь больше здесь ребят поблагодарим. Я знаю, что ты спешишь, спасибо, что ты единственный. Я, кстати, предлагаю. Приглашаем вас на встречу на Маякский округ. Кстати, я вот этот перформанс, если кто-то из других штабов хочет также ответить на вопросы, мы не против, мы также пообщаемся с любого. Платят за это. Ну, нет, платить надо. только ты со мной работаешь. Так что если кто-то готов выступить также, никаких проблем, предвзятые отношения, я никому предвзято не отношусь. Если готовы сегодня также в таком же формате в прямом эфире поговорить, всем спасибо, ребята, что посетили. У него, правда, я его выдернул у них сейчас совещание, встречи, выдернул человека из графика, и он нам, это единственный, он согласился дать в прямом эфире. Это тяжело в прямом эфире давать интервью и говорить открыто, не боясь, честно. Да, там есть ряд вопросов, которые бы я бы еще обсудил. Судя по тому, настолько сжатое время, выборы через месяц. До выборов осталось 30 дней, ребят. И потому все сегодня так сжаты. Следующий эфир, наверное, через пару дней. Вечером сообщу, наверное, следующего гостя нашего позовем. Мы, наверное, с ним сразу обсудим, чтобы время было у нас побольше обсудить. Адгура Ардзимбаштаб, если кого-то интересует. Предвзято, еще раз говорю, никому не относимся. Если кто-то готов без нарезки в прямом эфире общаться с нами, это прямой эфир, здесь нет нарезок, здесь нельзя утаить что-то. Это такой, если кто-то готов с любого штаба, еще раз говорю, предвзято никому не относимся, но вопросы буду задавать так же, как и Гарику, не выбирая, ничего не делать. В общем, всем спасибо, кто поприсутствовал. Да, времени мало, вопросов уйма. Предлагаю вам, будут еще будут эфиры, будут еще люди, которые представители оппозиции, представители действующей власти, если захотят выйти с нами на связь, я не против. Я не журналист, у меня нету специализации такой, я не учился, но в принципе. Леон, я выключу, попозже перезапущу уже в нашем формате. Мы дальше посидим, сами поговорим. Не, я в Сухумах. Попозже открою, также мы дальше посидим, пообщаемся. Так что всем спасибо, кто поприсутствовал. Огромное всем спасибо. И никаких проблем нету. Так что говорю, попозже откроем эфир и дальше будем общаться уже дальше, уже на свои темы. Сейчас после разговора там дальше. Да, уважаю. Гоша, подожди, пока не закрывай эфир. Что ты сразу закрываешь? Поговори со зрителями своими. Гоша, я просто хотел запустить. Перезапустить. Она
Она глухо, представляешь? Вот ты Типа, вы видишь? не кричите. Не кричите так Даже сильно, бабушка ребят. Люба его слушала эфир и говорит, я в голосу откуда. Да, если есть какие-то вопросы, ребята, вы можете задавать. Я вот сейчас у них в штабе нахожусь, просто у них сейчас на маяке собрание, они туда едут. У них график сжатый, народ везде хочет видеть именно Гарри. Гарри, потому что у нас с народом, он реально пацан с народом, и его везде хотят видеть, везде его тянут, зовут. Никаких проблем нету. В общем и целом, я честно сказать, я долго его сам целый день ждал, у него график очень такой, зажатый, я не знаю, как это сказать правильно. Очень много тратит времени на вот разного рода проблем, очень много, ребята, в нашем государстве, очень много проблем, которые нужно решать. И пора эти вопросы и проблемы решать молодым ребятам. Гоша, как посмотреть сюда? Я тебе говорю, так бомба тема. Мы сделаем, брат, еще сделаем. Мы сейчас еще гостей выберем. За следующий год именно 3 платформы сделаем. Куда они все зашли? На 3 платформы сделаем эфир следующий. Нет, мы сделаем на 3 платформы. Сегодня был в ТикТоке. Следующий эфир будет на Facebook, на Instagram. В ТикТоке можно посмотреть. Да, вот сейчас мы до сих пор, по-моему,